Я был в Киеве 10 лет назад, и по сравнению с тем временем отношение киевлян к Крыму и крымским татарам существенно изменилось. Не помню, чтобы 10 лет назад я слышал здесь что-либо про 18 мая. Тогда мне пришлось ехать в Симферополь, чтобы посмотреть, как годовщину депортации отмечают в Крыму. Сегодня же многие этнические украинцы и русские размещают в социальных сетях изображения с надписью «Я крымский татарин». Мне кажется, происходит идентификация крымских татар в качестве украинских граждан, которых лишают гражданских прав. Чувство того, что Крым остается частью Украины, сплотило этнических украинцев, русских и крымских татар. Сегодня в Украине проходят разные мероприятия. Митинг памяти о жертвах депортации на Майдане, президент Порошенко выступил с речью в опере и многое другое. Все это очень важно. Потому что защита прав украинских граждан также означает защиту прав украинских граждан в Крыму, вне зависимости от того, являются они этническими украинцами, русскими или крымскими татарами. Крым — это Украина. Это позиция США. Мы будем на этом настаивать и осуждать давление на крымчан, особенно тех, кто выступает в защиту своих гражданских прав и свобод. На прошлой неделе крайнюю обеспокоенность вызвало задержание и обвинение Ильми Умерова, заместителя главы Меджлиса, демократически избранной общественной организации. Крымчанам должны быть обеспечены основные права и свободы, гарантированные украинскими и международными законами, включая Всеобщую декларацию прав человека ООН. Мы призываем российские власти оккупированного Крыма прекратить давление на крымчан и позволить им жить как свободным гражданам.